Как я поняла, коронавирус вашу семью тоже не обошел, да, стороной? Ну, не было баллона этого кислородного, ну, не работал лифт. Я это все понимаю, ну, никогда не надо держать зло. Можно назвать цифру, сколько человек вообще получили за все время помощи от вас? Около 10 тысяч человек. Мой, например, расчетливый мозг, он не в состоянии понять и осознать вот эту тягу, почему это происходит. А я даже не побоюсь так сказать, что да, есть такие бескорыстные. Зульфия, вы, пожалуй, первая женщина у нас в стране, которая за короткое время достигла большого прорыва в благотворительности. Из активистки, которая помогала нуждающимся людям, вы выросли, так скажем, до руководителя общественно-волонтерской группы, куда теперь уже поступают десятки тысяч сомони, лишь потому, что люди вам верят. И знают точно, что с вашим участием эти деньги могут спасти кому-то жизнь. Но, как я поняла, на этом усердии вы как-то сами ни копейки не зарабатываете. Возможно, мой вопрос сейчас будет достаточно меркантильным, но я все же спрошу, зачем вам все это? Вот этот взгляд благодарности, да, вот этот взгляд надежды у человека, ну, его ни с чем вообще не сравнить. Я это делаю, вот меня все спрашивают, ради чего? Я это делаю просто так. Просто так. На Facebook, когда зарегистрировалась, вот я попала в группу Хамсафар. Это была первая благотворительная группа, в которую я попала, и в которой, в принципе, и научилась всему. Да? Мы очень много ходили в детские дома, дома престарелых, и помогали очень много. Вот. И на самом деле я получала колоссальное такое вот удовольствие от всего этого. И я решила открыть группу «Доброта» и привлечь больше народу, то есть показать людям обратную сторону жизни, да, не только как бы видеть свой дом, свой угол, свой двор, а посмотреть еще дальше, да, что происходит там, за воротами. Да. Сейчас у нас группа Нури Фирдавс, она состоит из 15 человек, это мои друзья, мои подруги, вот, это костяк нашей группы. Вот. А так около 4500 группа у меня Нури Фирдавс на Фейсбуке, вот, где мы делаем публикации, ведем отчеты, показываем, что мы делаем. И люди уже сами пишут, предлагают свою помощь и помогают нам. Зульфия Рахматова – детский психолог, посвятившая последние 3 года своей жизни целиком и полностью благотворительности. Она одна из немногих женщин в Таджикистане, которой удалось развить волонтерское движение в стране и вовлечь представителей бизнес-сферы в процесс помощи малоимущим. За 3 года существования ее общественно-благотворительная группа Нури Фирдавс оказала материальную помощь 1000 людям. Также Зульфия Рахматова активно привлекает деньги на дорогостоящие и сложные операции детей за границей. Спасибо, кстати, что вы согласились на интервью в столь нелегкое для вас сейчас время. Я знаю, что совсем недавно вашей матери не стало. И примите мои соболезнования. Спасибо. Как я поняла, коронавирус вашу семью тоже не обошел, да, стороной? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что это был коронавирус, потому что тестов сейчас не делают. И ей не был сделан тест. Моя мама болела на протяжении многих лет, у нее был сахарный диабет. Год назад мы ей поставили кардиостимулятор, у нее останавливалось сердце. То есть мама была не совсем здоровым человеком. И врачи тоже написали в заключении о смерти остановка сердца. То есть она умерла от остановки сердца. Вот. Ну, каких-то симптомов, таких вот там, я не могу сказать, у нее не было температуры, да, например. Да, у нее болела спина, она кашляла. И когда я поехала, мы сделали КТ, ей сказали, что да, у нее пневмония. Вот. Но, опять же, врач сказал, пульмонолог, что это может быть и застойная пневмония по старости, так как человек лежал, не двигался,
Смотрите, просто вашей мамы не стало 3 мая, да, Да. если я не ошибаюсь. И я так заметила, вы своему горю посвятили ровно 4 дня. 3 дня. Да, а потом вы снова ушли вот в ваше дело вот это благотворительное. И я заметила, что в публикации в вашей страничке в Фейсбуке они снова увеличились. И теперь уже с посылом именно помощи и поддержки именно врачей. Я так посчитала, за последние 15 дней у вас было ровно 14 выездов в разные места к разным группам именно медработников. Расскажите, пожалуйста, как вам вообще удалось, в принципе, оставить свою боль в стороне и заняться другими людьми, и чем вы конкретно им помогли? Ну, боль, да, конечно, боль невозможно оставить в стороне. Боль, она есть и в сердце, и в душе, и до сих пор она присутствует. В тот момент, когда я оказалась одна в больнице, да, и посреди, вы, наверное, видели этот ролик, когда я привезла маму в больницу, там не работал лифт, там не было кислородных баллонов, там мама не может подняться, я говорю, поднимайся наверх на 3-й этаж. И когда я просто просила, бегала по этому этажу и слезно просила взять ее на 1-й этаж, ну, мне сказали, нет места. Конечно, в этот момент для меня этот мир перевернулся. И вы знаете, вот на тот момент, наверное, я стала эгоисткой какой-то, да, для себя. И я задала вопрос, почему? Я же вам помогаю. Ну почему? Я же вам всем помогаю. Я вот 2 дня назад возила и питание, и форму. А почему, когда мне понадобилась помощь, вы закрываете передо мной дверь? Я считаю, например, что неправильно. Ты, если помогаешь, ты не должна это вспоминать или ставить в укор кому-то. Но на тот момент именно это и произошло, потому что у меня был такой крик, у меня группа, врачи, я помогаю всем, я не прошу помощи для себя, просто мою маму спасите. Но опять же, я не озлобилась на врачей, и я понимаю, что в принципе не врачи в этом виноваты, потому что я сейчас вижу, как теряют родителей. Сейчас посмотрите, что происходит. Все теряют родителей. В одной семье по 2, по 3. И мама, и бабушка, и тетя, и дядя, и брат. И такая боль сейчас нависла над нашим Таджикистаном. Конечно, это очень сложно. Пережить это все, вот это перетерпеть. И самое главное, конечно, не озлобиться. Это самое главное. Ой, что-то я вообще... Да, главное не озлобиться, главное... Люди-то не виноваты ни в чем, понимаете? Врачи не виноваты. Человек, который хочет кушать, он тоже не виноват. Ну, не было баллона этого кислородного, ну, не работал лифт. Я это все понимаю. Ну, никогда не надо держать зло и камень. Просто надо идти и помогать. Все. Ой, моя мама, Бахри Кадыровна, вообще это такая героическая личность, да, с таким стержнем стальным внутри, и в то же время очень нежным и добрым человеком она была. Ее так же, как и меня, наверное, полгорода знают, потому что она очень много лет, больше 30 лет проработала заведующей детским санаторно-туберкулезным садом. Там находились дети, у которых родители болели туберкулезом. И эти детки, они с понедельника до субботы жили там. И мама вырастила не одно поколение вот таких вот детей. И очень много тоже в городе, очень многие ее знают. У мамы было очень большое доброе сердце. И с детства она нас всегда учила. Вот я всегда помню, она всегда говорила: ты кушаешь, но ты оглянись вокруг. Ты посмотри, что у тебя там сзади, за плечами, за твоей спиной. А может быть, кто-то там хочет тоже кушать и помощи какой-то. И она всегда нас учила этому. Это у нас идет с детства.
Я не озлобилась. Я не озлобилась. Прошло 3 дня. Вот мы дали маме 3 дня. На 4-й день я уже вышла помогать, потому что люди все просили. Да, врачам мы помогали. СИЗ обычно, да. То есть я сама ездила в Арзоп. Я сама ездила с группой в Арзоп. Мы отвозили, значит, с костюмы, спецзащиту. Отвозили горячий ужин. Плов готовила наша участница группы, мы отвозили продукты, мы отвозили гигиенические какие-то средства. Я ездила в Турсунзаде, в Ригар, тоже я отвозила спецзащиту, костюмы. Мы помогли Кумсангиру. Кумсангир, конечно, я поехать не смогла, потому что очень далеко. Вот, ну, приехал врач, мы передали, они тоже делают, они все делают видеообращения, благодарности. Мы помогли Нуреку в больнице. Я создала волонтерскую группу медсестер. То есть ко мне очень многие обращались люди, и прям просто слезные, плакали, что в больнице не принимают, в больнице нет мест. Врачи, значит, которые домашние врачи, они не приходят. В поликлиниках огромные очереди. А как нам лечиться? Мы не можем ни капельницы, ни уколы. Помогите нам, что делать? И у меня пришла такая идея организовать волонтерскую группу медсестер. В эту группу сейчас входит 25 человек. И всем я им купила костюмы. Опять же, это все деньги общественности, которые мне помогли. И каждый костюм 150 сомонов стоит. Ну, в общей сложности у нас получилось на сумму на 13 тысяч сомони. Есть список, куда каждый может обратиться, и по территории, когда этот волонтер там, если он сможет приехать, он ездит. Половина волонтеров вообще бесплатно делают, то есть это совершенно, да, есть такие вот там Фирус и Маруджон, еще Диля, они ездят, они делают бесплатно. А если вот. Платно, то сколько? Просто платно, это чисто символически. Я сказала, написала, что вы можете сами договариваться, потому что я же понимаю, что эти девочки, медсестры, ну, они тоже, им тоже надо как-то жить. Да, но не так, что там 100 сомон или там 150, как некоторые вот так говорили. Вот, это чисто символическое. Если кто-то захочет их отблагодарить, пожалуйста, я считаю, что нужно даже благодарить. Зульфия, а кем вы были до того, как начали заниматься благотворительностью? Просто со всеми, с кем я вообще успела поговорить в рамках проекта «В чем сила сестра», была какая-то предыстория, ну, в общем доступе. А что касается вас, будто вы пришли просто из ниоткуда. Да. Ну, я по образованию детский психолог, я заканчивала наш педагогический университет. Я работала в детском саду воспитателем много лет, кстати. Потому что очень люблю детей на самом деле, очень их понимаю, люблю их. Я работала воспитателем. Потом в годы войны, в 1993 году, я поступила на службу в российскую армию. То есть это был авиаполк российский, который был в аэропорту, пограничники. Я с 1993 по 2005 год прослужила в армии. То есть в 2005 году, когда пограничные войска вышли с территории Таджикистана, мы попали все под Орштаты. У нас уже была выслуга, так как у нас год за 3 шел. И я ушла на пенсию. И с 2005 года я пенсионер российский. Вот. И с 2005 года я не работала. Я поднимала детей, занималась воспитанием детей, образованием. И когда дети уже выросли, разъехались, разлетелись, в Москве они у меня живут, у меня много времени свободного появилось, и я захотела вот заняться таким добрым делом. То есть, чтобы заниматься благотворительностью, ну это лично мое, конечно, мнение, не нужно иметь, как сказать, голодные глаза, да? Я пусть это будет грубо сказано. То есть, когда у человека есть все, когда человеку не надо думать, где ему там приобрести деньги на продукты, так, как ему жить, то есть у меня все есть это. Вот. И когда человек об этом не думает, и он начинает помогать
другим. Как бы это ни звучало, но это на самом деле. Вот, поэтому многие, конечно, задают такой вопрос, на что она живет. Да, некоторые даже думают, что я живу на средства благотворительности. На что она машину купила? Машина была куплена задолго до благотворительности. Квартиры, машины, мой доход. Это было давно уже. Как бы. А с благотворительностью я занимаюсь всего 3-й год. Вот, поэтому хочу всех успокоить. Вот. Таких больших, во-первых, средств благотворительных у нас нет и не было никогда, чтобы можно было купить за 50 тысяч машину. Вот. Поэтому все, что делает моя группа, все, что делаю я, это идет все честно, потому что у меня всегда есть отчет. У меня есть отчет, и я все показываю, куда идут эти деньги. Да? Кстати, вот что касается ваших отчетов, многие это воспринимают как самопиар и говорят, что вот добро нужно делать молча, а вы тут пишете постоянно. Да, я понимаю людей, я даже согласна, если бы я помогала одна, то есть от себя, и ставила, и рекламировала, вот люди, видите, какая я помогла. Да, это так нельзя делать. Это нужно тихо помогать, добро, да? Ну, немножко люди путают. У меня общественная группа, я общественник, и я должна это все показывать. Это не пиар, это не какое-то там восхваление своей личности, потому что во всех публикациях я пишу, что это спасибо обществу, что это деньги общества. Мы мостик от общества до нуждающихся людей. Мы можем донести до них, мы можем показать про них, чтобы люди помогали. Да и потом, поэтому, если не рассказывать, думаю, привлечь вот эти... Конечно, вот эту помощь. Конечно. А как это не рассказывать? Вот, буквально вчера я опубликовала вот раздачу с моего гаража продуктов, да? И тут же, сидя у вас, мы с вами сидели, и вы были свидетелем этого. Позвонил мужчина и сказал, что вот только что я просмотрел ролик, и я хочу также помочь. Да, я хочу также помочь, я хочу также вот продукты внести, деньги, чтобы вы помогли, купили, раздали. Если бы этой публикации не было, никто бы ничего не увидел. Да, поэтому я попрошу людей не путать общественный показ и с личным показом. Поэтому здесь никакого пиара абсолютно нету. Мне он и не нужен абсолютно. Вот это, кстати, важно. Да. Откуда вы раздаете именно? Я просто много роликов видела, где вы вот здесь. Да, это мой гараж. Были, да, люди? Да, это мой гараж. У меня, конечно, нету такой какой-то территории своей, склада какого-то. Это мой обычный гараж для моей машины. Вот. Я много думала, сейчас такая пандемия, по адресам тяжело ездить, не хочется там кого-то там дома, там дискомфорт какой-то создать. Поэтому, да, мы завозим сюда продукты, и с моего гаража люди приходят и получают. Вчера, вот у нас уже 2 акции прошли вот здесь вот в гараже. Сейчас, конечно, вчера мы все раздали, но скоро мы опять его заполним. Да, это вот мой гараж. Ой, вчера у нас было 60 семей. 30 семей у нас приехали с Файзабада, с района. Это малоимущие семьи, у которых дети-инвалиды. До этого еще 30 семей, которые с Фейсбука меня просят люди помочь им. Коляски инвалидные люди отдают, мы отдаем. Вот костыли, ну сейчас вот такое все. Вот водичку для этих... Для докторов нам, да, достали. То есть, ну, печеньки со вчерашней акции у нас остались, да, ну, это мы еще раздадим детишкам, да. Можете рассказать немного об отчетности, вот, чтобы четко было понятно, как это происходит, чтобы вот этих вопросов и сомнений... Ну, отчетность такая, что девочки, да, люди, общественность, которые вот помогают, в этот раз вот немножечко побольше, вот так, видимо, пандемия получилась, это вот с вирусом, помощи больше пришло. Так как идет помощь на врачей, помощь идет на малоимущих. Ну, то есть человек вот дал, все, мы закупили, в личку я отправляю отчет. У меня люди, которые получают, они расписываются, оставляют номер телефона. И человек, который хочет проверить, он может запросить, я сфотографирую, отправлю им это. Вот, и они могут позвонить и узнать, получали ли люди эту помощь, ну или нет. Вот такая. В среднем одной семье это сколько приходится? Помощь?
Ну, вот в среднем такой вот набор 300 сомонов. Туда входит вот 20 килограмм муки, туда входит 5 литров масла, 5 килограмм макароны, 5 килограмм сахара, 5 килограмм риса, там сладости, что-то, какую-то коробку. Зульфия, а вот как определить, это нужда или все-таки это злоупотребление вашей доброты? Я очень хорошо уже разделяю злоупотребление или нужду. Я это очень вижу хорошо. Я вижу, когда пользуются, когда начинают пользоваться. Я сразу на место ставлю. Со мной этот номер не проходит. Вот. И я, во-первых, мы, когда помогаем, мы всегда смотрим, должна быть справка у малоимущих, да, должна быть какая-то справка об инвалидности. Просто человек не может прийти и получить помощь. У меня это точно нет. А есть люди, которым вы постоянно помогаете? Есть такие семьи, да, но это семьи очень такие совсем, вот кто сироты, да, например, у нас вот есть семьи, где мама, папа умерли, с бабушкой детки воспитываются, там у нас, да, постоянно. Ну, как постоянно? То есть, когда ко мне люди обращаются, Физуль, кому помочь, я обязательно даю эти адреса. Зульфия, а я слышала, что ваш муж часто вас отговаривает заниматься благотворительностью, но это больше были такие случаи, когда не только вас критикуют, что его, естественно, тоже огорчает, но еще и случаи, когда вы помогали кому-то, и эта благотворительность выходила вам боком. Вот, например, был такой случай, я читала у вас тоже в Фейсбуке, что вы предоставили помощь женщине, которая подвергалась семейному насилию. И вот когда вы ей помогли, когда вы об этом рассказали, ее супруг просто взбесился, начал вам угрожать. И, естественно, это любому мужчине не понравилось. Ну да. Как вы отговариваете его? Не, ну вы знаете, да, в первое время, естественно, ему не нравилось не то, что я помогаю людям, ну просто, видимо, я много времени на это трачу, да. Я, конечно, все стараюсь разъяснять, вот, и говорить, но сейчас все нормально. Сейчас уже он понял, что меня бесполезно отговаривать, он понял, что, не знаю, я ничего вообще не боюсь, я вообще бесстрашная женщина. Пишут, но если это неправда, зачем я должна реагировать на это? А если угроза? Не боитесь угроза? Нет, не боюсь, вообще не боюсь. Да, с тем случаем, когда я опубликовала по просьбе женщине, как ее муж, значит, избивал, это было по просьбе женщины. Я с ней очень долго переписывалась, и я не просто взяла и опубликовала. То есть, да, это было с ее разрешения. Это все было как бы законно. Вот. И после публикации, да, ее супруг, он начал писать в соцсетях, что он меня накажет, что он подаст на меня в суд, что там я не имею права. Вот. Ну, я сказала, подавайте, будем разбираться, потому что все как сказать, доказательная база у меня была, да, вот так вот скажу. Сейчас эта семья воссоединилась. Так как этот мужчина, видимо, урок для него какой-то был, да? А муж не говорит ваш, что, ну ладно, благотворительностью занимаешься, я понимаю, а зачем ты влезаешь там? Не только муж, и мои родные даже говорят и переживают за меня, что я вот как бы, но я не лезу, я помогаю, понимаете? Если ко мне женщина обращается и плачет и говорит, помогите мне, я не могу сказать, нет, я не помогу или я не могу. Если я могу это сделать, я помогу. Смотрите, хорошо, мужа вы уговорили, так скажем, он уже понял, то, что без этого вы жить не можете. А 8-летнюю дочь зачем вы с собой по всяким благотворительным акциям? Да, что? Я ей показываю добро, я ей показываю сострадание, я ей показываю, что нужно помогать людям. И вы знаете, ребенок меняется, он меняется после вот этих всех акций, когда мы приходим домой, она вообще под впечатлением, она радостная, она говорит, ой, мама, мы так сегодня помогли столько, так хорошо, у нее есть там какой-то пакетик, она туда свои игрушки собирает, там, что мы кушаем, собирает, для того, чтобы мы пошли кому-то отдали. Я считаю, что
Мы все должны детей учить на примере делать добрые дела. Потому что добрые дела никогда не испортят ребенка. Они, наоборот, покажут лучшую сторону этой жизни. Поэтому я ее беру везде. Сейчас просто такой вот вирус, пандемия, я ее изолировала. Вот, и сейчас она не со мной. А так во всех акциях она присутствует со мной. Я слышала, что вот свой фонд Нури Фирдавс вы назвали в честь молодого человека, с которым у вас, многие говорят, что была очень необычная вот духовная именно связь. Расскажите о нем, кто он и почему именно Нури Фирдавс? Фирдавс Амиев, это, значит, первый раз я, значит, увидела, опять же, обычную публикацию в Фейсбуке. Был крик о помощи вот этому Фирдавсу Самиеву, который был болен онкологией, помочь ему, значит, в лечении. Ему было на тот момент 20 лет. Вот. И вы знаете, когда я просмотрела этот ролик, я не знала этого мальчика. Я просто увидела этот ролик, я посмотрела, и я всю ночь плакала. И на Вайбер ему написала: «Здравствуй, Фирдавс, ты меня не знаешь. Меня зовут Зуля, я руководитель вот такой-то группы». И мы с ним стали разговаривать. И он почувствовал какую-то поддержку, да, он почувствовал поддержку, и он сказал: я вот приеду на лечение в Душанбе. Я говорю: все, мы тебя встретим, и мы будем с тобой. И так и произошло, когда он приехал на лечение, мы его поехали на машине, мы его встретили, и больше мы его не отпускали. Он был всегда рядом с нами. Какое твое желание, Фирдавс? Вот зима была. Он говорит: я в Такобе никогда, в Софидаре не был. Вот мы поехали все в Софидару, он там катался и на лыжах. У него была, конечно, сильная, у него же уже легкие были поражены. То есть он очень был сильный, он никогда не показывал свою боль. Настолько был сильный человек. И очень был добрый на самом деле. Я его полюбила как сына. Когда этот мальчик ушел, не справился с этой болезнью, мы решили назвать нашу группу Нури Фирдавс, потому что Фирдавс сам помогал людям всегда. И он всегда говорил, что вот если так случится, что вдруг меня не станет, я хочу, чтобы каждая ваша помощь, каждая ваша поддержка для народа была как бы и от моего имени тоже. И лучше нельзя было даже и придумать, как назвать эту группу Нури Фирдавс, потому что сейчас, когда мы помогаем людям, и когда многие уже знают про эту группу и спрашивают, кто помог, и все говорят: это Нури Фирдавс. То есть его мечта и осуществилась, и свет Фирдавса сейчас идет ко многим людям. А можно назвать цифру, сколько человек вообще получили за все время помощь от вас? Ой, за все время, я считаю, что за все время, вот если считать 2 года, да, не 3, там вот если полных 2 года считать, это почти около 10 тысяч человек. Помощь, я же говорю, не только продуктовая, то есть моральная помощь, помощь на лечение там детей, да, помощь материальная, помощь продуктовая, помощь просто. Я очень много, меня просят, я же хожу еще как некоторые вопросы семейного характера решаю, да. Вот такая у нас помощь тоже есть. Я считаю, что да, где-то около 10 тысяч. Вы ведь психолог, да, как я знаю, по образованию? Да, я детский психолог, да. У меня тут вопрос по теме, но он касается вас, а не детей. Что, как вы думаете, все же не хватает альтруисту? Чем человек должен болеть и страдать, чтобы его постоянно тянуло очень сильно помогать людям? Я не знаю, чем должен обладать человек, чтобы его тянуло. Например, было очень много случаев, да, когда были такие люди, к которым мы обращались за помощью, и они говорили: нет, мы не верим в это все, вот вы просто так ходите, помощь непонятно куда уходит. То есть было много отказов, да, когда мы обращались за помощью. А когда уже проходил какой-то период времени, и когда этот человек видел, чем мы занимаемся, да, он сам звонил мне и говорил: Апизуль, я был неправ,
на самом деле это круто так помогать, и вы изменили даже мой какой-то внутренний, да, этот мир, и я сейчас тоже хочу помогать, и вот он сейчас помогает. Вот я просто спрашиваю это неспроста, в том плане, что вот мой, например, расчетливый мозг, он не в состоянии понять и осознать вот эту тягу, почему это происходит. Я, например, могу одноразово помочь кому-то, да, но нету такого, чтобы это вот превратилось в какую-то работу, как у вас. Это же буквально работа, ну, с учетом того, что вы за 15 дней посетили 14, так скажем, мест и помогали людям, это буквально работа. Я болею этим уже. На самом деле, вот я за себя говорю, я болею. Я не могу, пока я кому-то не помогу, понимаете? Я так говорю, это мое, я нашла себя в этом. Я себя в этом нашла, и я хочу, пока у меня есть силы, пока у меня бьется сердце, я буду помогать. И кто бы что ни говорил, что она там из-за каких-то корыстных целей, да, помогает. У нас нет никакой зарплаты. У нас все волонтеры работают бесплатно. Хорошо, это ваша слабость. А что, в чем ваша сила? Ой, моя сила в моей слабости. Да. Я не знаю, в чем моя сила. На самом деле, я тоже думала, вот если я приду на передачу, и наверняка меня спросят об этом вопросе, да? Да, традиционный да, вопрос. Да, в чем сила? Я сразу скажу, моя сила в моей слабости. Понимаете? Я не знаю, конечно, я не считаю, что я такая прям сильная. Я также плачу, я также переживаю, я также любую ситуацию, которую вижу, как живут люди, я всю ее через себя пропускаю. Я одно время вообще кушать не могла. У меня психологически вообще был такой вот какой-то сдвиг, что там люди не кушают, а как я могу кушать? Сейчас я это все преодолела, да. Вот. Но быть вот такой вот прям сильной какой-то леди, идти на пролом, нет, я не такая. Я в душе очень ранимый человек.